Еврорадио.ФМ. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Змітер Лукашук. І наш стрим, як звичайно, можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 28 вересня у Могилеве активісти Центра городских инициатив 5-й раз ладять фестиваль дранікаў і нацыянальнай беларускай культуры «Дранік-фест». Чаму менавіта дранікі сталі сімвалам магілёўскага фэсту і пра тое, колькі бульбы неабходна для того, каб пачаставаць усіх наведвальнікаў фестывалю дранікамі, мы сёння і пагаворым з маёй госцяй у студыі, якая адмыслова, каб все гэта расказаць вам, приехала до нас з Могилева, сябра аргкамітэта по падрыхтоўцы Дранік-фесту Аллай Смолянковой. Добрый день, спадарня Алла. Добрый. Дорога нормально была там? Да, конечно, очень быстро. Вельмі хутка. Гэта прыемна, і прыемна, што адмыслова приехали до нас в эфир, але давайте вот 5-й раз адбываецца фестываль Дранік-фест. Давайте вот з гісторыі. У каго ўвогуле нарадзілася ідэя праводзіць такі фестываль у Могилеве, и чему менавіта Дранік-фест? Ну, во-первых, даже красиво звучит, да, с историей. Потому что, наконец-то, мы какую-то историю такую создали. Первый фестиваль такой задумывался даже не как фестиваль, он задумывался просто как праздник. На собрании в Могилеве есть такой центр городских инициатив, куда входят инициативные творческие люди, всякие разные. Это и представители творческой интеллигенции, это и актеры, художники, скульпторы могилевские, предприниматели, студенты, все, у кого есть инициативы и кто готов отвечать за свои инициативы, воплощая их в жизнь. И вот на одном из таких собраний появилась идея создать праздник для могилевчан, в котором бы могли участвовать сами горожане, которые могли бы реализовать себя каким-то образом, ну вот, например, создав команду и пожарив драников. Элементарно. Идея этого воплотилась, праздник очень удался, даже самый первый, который был такой пробный, тестовый, наверное, даже был замечен в свое время, и был такой ролик снят о первом таком празднике в Евроньюз, нас показывали. Было 6 команд, и одна из команд это и был Центр городских инициатив. С самого первого такого фестиваля, праздника, даже не знаю, как самый первый назвать, да, организаторами являлся не только Центр городских инициатив, но и Могилевский государственный университет продовольствия. Вот. Есть такие даже команды, пенсионеры, наверное, как бы я их назвала, да, 5 лет, не знаю, как, или выпускники детского сада, я даже не знаю, такие со стажем. Это команда Белорусско-Российского университета и университета продовольствия, потому что они вот 5-й год будут участвовать. Ну, тым не менш, вот вы так и не отказали, ну да, прыгожае слово, прыгожая назва, гучыць Дранік-фест, вот такое адразу штосьці такое багатырска-беларускае такое адчуваецца. Тым не менш, вот дранік, вот это, ну, ёсць у нас такое там меркаванне, што вот гэты горад ці рэгіён, гэта сталіца вот такой вот там ежы, там ці нейкай там малюнку, ці там яшчэ чаго-нибудь. Могилев это столица дранікаў? Я бы так не сказала. Я бы сказала, что Могилев это скорее, пусть будет столицей идеи, которая популяризирует это слово драник, это название конкретно к этому блюду. Потому что, как его не обзывают везде, там, оладьи из картошки, все, ну, драник, ведь это же только наше слово. Вот хорошее да? было слово «обзывают». Обзывают они так его, да, ну, потому что на самом деле оно нам даже невкусно звучит, правда? Вот драники, як можно есть мы представляем такое, ну... сразу и запах, и эту хрустящую корочку замечательную, тем более на фестивале командами они жарятся даже таким способом аутентичным, на костре, на мангалах, на дровах, с дымком, такие самые настоящие. Ну, ведаеце, быў такі нават жарт хадзіў у Фейсбуку, когда там піша нехта вот там рускамоўны такой, что дали мне попробовать вот эти вот золотистые блины, и с каждым гэтым блином я становился больше и больше белорусом. У вас вот отбывается такое, некая такая, все ж таки белорусская
атмасфера, вот дранік даў і адчуў сябе беларусам, вот увогуле я ж чытаю, што не толькі там фестываль дранікаў, але і беларускай культуры. Я могу ответить на этот вопрос так. Мы живем в Беларуси. Это праздник, который на улице в этнохуторе проходит. То есть та атмосфера. Собираются белорусы, белорусскомовные, русскомовные разные, гости нашего города. И так как это происходит уже в этой стране и на этом месте, то, конечно, и атмосфера, и блюда, которые, и не только блюда, но и то, из чего оно делается, да, из нашей замечательной картошки белорусской, все-таки во всем мире мы бульбаши, и так оно и есть, наверное, да. Поэтому что может быть более национальным, чем это блюдо? Ну, тут з вами, конечно, маглі паспрачацца, но, ведаеце, таксама ёсць, так кажуць, так, што кажуць, не, гэта не беларускае, на што адказваюць. Ёсць такое меркаванне, але яно памылковае. Так і тут, що ж такі беларускае блюда. На гэтым фестывалі, фэсце, наколькі я разумею, дранікамі ўсіх частуюць бясплатна. Ці ўсё ж таки трэба заплатіць? Извиняюсь. Нет. Входный билет там, ці як? Нет никакого входного билета. Это же был праздник для горожан, который перерос в такой фестиваль. Поэтому какой может быть входной? Ну, есть входной, наверное, билет. Улыбка, хорошее настроение, умение себя вести. Праздник безалкогольный и без табака. Поэтому это и есть входной билет. А раздают драники команды. Да, весь смысл в том, что все нажаренные командами драники здесь же раздаются тем присутствующим, которые приходят, гостям. А вы на колькі фестывалей вот асабіста вы наведали? 4 фестиваля проходило с моим участием. Уже первый фестиваль тоже, но так как я являюсь председателем общественного объединения могилевских ремесленников «Шире майстерня», и то есть я представляю ремесленников, я отвечаю за зону мастер-классов, которые организовываются. Все-таки праздник – это умение себя еще и радовать, правильно, на празднике? Ну, чем-то заниматься, не только кушать. А нужно еще те калории, которые получили, как-то и растрясти, наверное. Да? У нас очень много активностей, поэтому первый год, первый фестиваль я участвовала просто как ремесленник с мастер-классами и представляя своих мастеров. В этом году уже, наверное, и в прошлом году чуть побольше, наверное, сфера такая моей ответственности, это и организация экомаркета, который у нас организует. Проще говоря, такого домашнего рынка. Если кто-то занимается хорошими сушениями, там, закатками, у кого-то большой урожай, да, собрал с огорода, или умеет печь какие-то пироги там по своим авторским рецептам, а может быть какие-то старинные рецепты. Вот у нас очень популярны из рябины всяческие блюда. Пироги с рябиной, как раз вот она красная созревает к этому времени. Вот такой вот небольшой такую линеечку эко-продукции тоже выставляем на драники. Але самі ви у приготовлении драников не удельничали? Нет, более того, даже признаюсь, что у фестиваля все хвалят, очень хороший фестиваль, замечательный, такое настроение. Есть минус. И минус каждый год все время отмечают его, да, и я признаюсь, это большие очереди. Но давайте представим себя на кухне, когда мы жарим драники. Если там семья 8 человек стала, все же будут съедаться все равно, и не успевать будешь даже дома на кухне обеспечить свою семью. Ну, есть такой немножечко минус, хотя очень стараемся, там и больше мангалов предоставляем, конечно, гостям и командам. С другой стороны, у нас очень много активностей, и стоя в очереди можно еще и хорошо общаться, можно по очереди сменять друг друга и, например, участвовать в конкурсах, приобретая бульба-гроши, за которые потом выдаются призы, допустим, у нас есть, поиграть в бульба-гольф, поучаствовать в бульба-селфи, ну и просто почистить на скорость картошку. Ага. Или вырезать фигуру из картошки какую-то. Активностей очень много. Бульба-гольф, это мне подобается, да, там еще вот можно там бульба-хоккей придумать, там бульба-футбол. Стреляем из лука в бульбу, таких Вильгельмов Теллей, наверное, ну, добра, готовим что белорусских. не бульбой не кидается. Да. Я до чего спытался, ці брали вы удел, я как бы... Можа быць, там пастаянна конкурсы, кожны прапаноўвае нейкія свае, можа быць, адмысловыя рэцэпты. Вот для сябе вы нейкі
такі рэцэпт прыгатавання дранікаў за гэтыя там 4 ці 5 фестываляў знайшлі, які зараз, ну вот все, наша сям'я вот толькі гэтым рэцэптам карыстаецца? Я пользуюсь бабушкиным рецептом, потому что он проверенный годами, и мне очень нравится. Но по поводу рецептов, в прошлом году была запущена, допустим, у нас такая инициатива. Все желающие, у нас есть такая стена желаний в виде рушника, где маркером все могут оставлять свои пожелания. И в прошлом году оставляли различные рецепты. И, ну, как-то к этому году еще не получилось, но я так думаю, к 10-му фестивалю мы точно сборник рецептов, тех, кто был у нас на фестивале, выпустим обязательно. Што, няўжо вот сапраўды кожная каманда прыходзіць, прычым кожны год з непаўторным рэцэптам? Да. Все ищут свою изюминку. Это на самом деле так. Ну, потому что все равно же есть победитель, правильно? И когда собираешь команду, ты же не просто так ее собираешь, потому что, поверьте, что пожарить на мангале мешок картошки, там, а может быть и больше, это не такое легкое не такое легкое дело. Поэтому очень хочется успеха, наверное. Ну и все же работают на успех. Поэтому даже представленные жюри блюда, они выглядят поразительным образом. Не, мне просто вот цікава, вот падаецца знешне, вот калі глядзеў, вот калі бабуля некалі гатавала, калі там зараз там цешча гатуе гэтыя дранікі, ну, здаецца, ўсё проста, надзёр на дзёрку бульбы, дадаў там троху мукі, там троху цыбулі, раз накінуў на патэльню і ўсё гатова. Оказывается, не так всё просто. Ой, не так все просто, конечно. Я очень не люблю, когда есть мука в драниках, допустим, потому что они тогда становятся горьковатые и твердые. У каждого ведь свой секрет. Вот. Я очень люблю, когда в драниках в самом тесте есть чуть-чуть сметаны, потому что у них цвет тогда становится более нежным, желтоватым. Но корочка должна быть обязательно. У каждого ведь свой рецепт, правда? Кто-то любит острые, кто-то любит сладкие драники, даже с повидлом есть. Так что, но классический рецепт, конечно, со сметаной. У украинцев свои там вареники, там с вишней, еще с чем, а у нас драники там со сливой, например, еще с чем-нибудь. Просто вот цікаво, здаецца ж, калі ёсць нейкі такі свой нейкі кулінарны сакрэт, там традыцыйны свой сямейны, ніхто ж не хоча яго выдаваць. А у вас што, вот яны прыгатавалі па сваім рэцэпце, а потым павінны гэты рэцэпт так апрылюдаваць? Нет, абсолютно не обязательно. То есть публично написать свой рецепт могут все желающие, но команды, которые готовят драники, совсем не обязаны рассказывать, из чего, что они добавляли, какие-то добавки, если это внешне там как-то в добавках не видно. А так только специалисты, которые потом тестируют эти блюда. Ага. То есть атрымліваецца вот такі, вот як вы сказали, зборнік рэцэптаў пераможцаў, то яшчэ не факт, што ён будзе. Ну да. Потому что не все признаются, не рассказывают свой рецепт. Ну да, это же авторское право, правда? Может, кто-то в будущем свой какой-то такой сборник рецептов задумает. Да ладно, написать. ресторан открые и будет карыстаться, зараблять гроши на чужих рецептах. По поводу ресторанов. В рамках этого фестиваля, наверное, с первого или со второго фестиваля, я уж не помню, проходит такой конкурс, называется «Золотая терка». То есть уже тайные посетители ходят по заведениям города Могилева, кафе, ресторанам, барам, заказывая такое блюдо, как драники, у тех, у кого есть оно, допустим, в меню, и оценивают по определенным критериям. И потом на фестивале всегда объявляется победитель «Золотой терки» и вручается вот им такой диплом и приз. Еще рестораны, может, и не ведают, что их так оценивают. Как же, мы же вручаем это... Вот. Ну, потом уже. Потом, да, и следят, потому что в соцсетях описывается каждое посещение с фотографией и с описанием того, какое блюдо было. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что у нас у гостях одна з организаторов фестиваля «Драник Фест» Алла Смолякова. Слухайте, вернемся праз хвилину. Еўрапейскае радыё для Беларусі.
навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Сёння ў Беларусь з візітам прыбыў намеснік дзяржаўнага сакратара ЗША па палітычных справах Дэвід Хейл. У планах сустрэча з Александром Лукашэнкам і міністрам замежных справаў Владзімірам Макеем. Намеснік дзяржсакратара таксама сустрэнецца ў Мінску з лідарамі грамадзянскай супольнасці, пакуль невядомы спіскавы склад удзельнікаў сустрэчы. Намеснік сакратара 17-18 верасня будзе ладзіць свой візіт. 17 верасня 1939 года, 80 гадоў таму, Савецкі Саюз разам з нацысцкай Нямецчынай падзялілі Польшчу. І гэтак распачалася Другая сусветная вайна ў адпаведнасці з таемным пактам Молатава-Ріббентропа. Такім чынам, 17 верасня адна з самых неадназначных датаў у гісторыі Беларусі. З аднаго боку адбылося ўз'яднанне беларускіх земляў, падзеленых паводле рыскай мірнай дамовы 21 года паміж рознымі дзяржавамі, а з іншага савецкая ўлада прынесла на беларускія заходнія землі палітычны тэрор, рэпрэсіі і нястачу. Расійскія мантажнікі, якія працавалі на беларускі АЭС, дагэтуль не атрымалі заробку за ліпень. Згодна з дамовай, мантажнікі мусілі выплаціць ліпенскі заробак да 15 верасня, але аддалі толькі 20% 16 верасня. Многія паехалі на іншыя працы, каб кампенсаваць сабе страты ад працы ў Беларусі. Цалкам разлік за ліпень атрымаў толькі адзін рабочы Александр, які звяртаўся ў СМІ, калі зразумеў, што грошай не дадуць. Аднак за жнівень грошай не пабачыў нават ён. 18 верасня ў нашай краіне будзе воблачнае з праясненнямі. Надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткія дажджы ды навальніцы. Вецер паўночных кірункаў. Восень бярэ свае правы. Уначы чакаецца 3-9 цяпла, ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 9-15 градусаў цяпла. Паведамляюць сіноптыкі. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з сябрай аргкамітэта фестывалю дранікаў і нацыянальнай беларускай культуры Дранік Фест Алай Смаляковай мы расказваем вам, што будзе адбывацца на гэтым фэсце 28 верасня, які пройдзе ў Магілёве. Спадарняла. Мы так і не расказалі пакуль яшчэ такую самую галоўную таямніцу. Колькі ўсё ж такі бульбы ідзе на тое, каб пачаставаць усіх бесплатнымі дранікамі? Но, если честно, я лично ее не взвешивала. По условиям фестиваля собираются команды, конкурсные команды, которые заявляются. Команда может состоять от 2 человек, там, до 5, не знаю, сколько нужно, там, может быть, подменные команды, да, там, до 10 человек. И они приходят со своей картошкой, которой должно быть не меньше, чем мешок. То есть минимум мешок картошки должна команда пожарить. Ну уж мангалы, дрова и все остальное предоставляется организаторами. Если оценивать, как нам проще, да, по количеству одноразовой посуды, то где-то около 10 тысяч одноразовых тарелок использовано у нас на фестивалях. Угу. Это в среднем. А команд колькі звычайно? Вот на апошнім, ну, на 4-м фестивале, не будем говорить такое дрэнное слово апошний, да? Ну, можно на последнем прошедшем фестивале, да, он же уже прошел, а будущее будут, я так думаю. Было 6 команд. 6 команд, это 6 мяхоў бульбы, як минимум. Как минимум, да. Но там гораздо больше на самом деле. Да? Да. Тым не менш, вот на ваш погляд, вы ж там ходзіце, глядзіце, як все адбываецца, гэтых там 6 ці, можа быць, 12 мяхоў бульбы хапае, каб пачаставаць усіх жадаючых. І гэта колькі там по одному драніку на кожнага, ці можна прыйсці і нармальна наесціся? Ну, обычно порция состоит из 2 драников и сметаны. Сметана обязательно, ну, потому что нужно. Ну, какой же драник без сметаны? Конечно, какой же драник без сметаны? Так как мероприятие проходит уже осенью, тем более не в начале сентября, можно выпить чая, который бесплатно тоже раздается. Вообще такая идея была, чтобы горожане пришли и могли хоть где-то, да, расслабиться и бесплатно чего-то. И замануха хорошая, правда же? Ну, конечно. Да, конечно, когда мы же тут любим на шару особливо поесть. Да, ну,
Самые нетерпеливые, тем, кому не хочется стоять в очереди там, за 2 драниками попробовать, а может кто-то во все очереди сразу ходит, это же вот личное дело, да, каждого и возможности. Наверное, у нас работает фуд-зона, фудкорт, и там можно приобрести за деньги, но там работают, в общем-то, предприятия общепита города Могилева, какие-то выездные кафе и так далее. Такие Да. уже такое, вот, не эксклюзивное, скажем так. Ну, всякие есть, да, потому что, да. Ну, ёсць нейкія абмежаванні, там, что, а вы уже взяли вот там да, свои 2 драника, сюды уже не стойте. Нет, ну представляете, я вообще считаю, что для того, чтобы участвовать в фестивале, командам нужно очень много мужества и терпения, правда? Мангал, дым, представляете, сколько это же все нужно пожарить и все это с душой раздать всем. А посетителям нужно терпение и мужество, наоборот, потому что нужно достояться за своей порцией, наверное, в очередь и эту награду, наконец, приобрести. Кто-то приходит со своими драниками, потому что на природе, в общем-то, на травке, если хорошая погода, в хорошей компании, когда есть море различных активностей, можно поесть свои, угостить всех остальных. В этом году мы предполагаем сделать вообще такую, возможно, стол, зону, она будет называться «Подшастуем», где каждый сможет на этот стол для других предложить какие-то свои, может быть, кулинарные изыски, может быть, даже драники, и угостить других. Ну, інший варыянт, конечно, потому что я хотел сказать, что ж это за ну, нейкае там, я не ведаю, нават збачэнства со сваім дранікам прыходзіць на дранік фест. Ну, але калі там показать іншым, а паглядзіце, якія таксама майстер, то это іншая, конечно, справа. Да. Но это уже вне конкурса, это как желание разделить праздник друг с другом. Ёсць абмежаванне на колькасць команд. То есть вот все жадаючыя ці там абмежаванне там у нашым чэмпіянаце дранікаў Могилевской области удзельнічае только столько Нет, команд. не было пока ограничений на количество команд. Все, кто подают заявки, и те, кто пробовал, многие на 2-й год не решаются, потому что на самом деле это очень сложно, физически сложно. Ну, а есть те, которые вот каждый год участвуют. Цікаво, а замежные есть команды? Пока нет, но мы очень хотели бы. Из городского праздника это переросло мероприятие в фестиваль. Теперь нужно перерасти в международный фестиваль. Вот. Конечно, все Конечно. Возможно и так. Вот в следующем году мы, наверное, пригласим команду Еврорадио к нам. Ну, я думаю, что можно было бы для початку там запросить команду, не веду, з Литвы якой-небудзь, якія таксама лічаць, што дранікі это іх нацыянальнае блюдо, там, ці там з Польшчы якой-небудзь. Ну, з России можно не запрашаць с их блинами бульбяными. Позорище какое-то. Есть, вы сказали, там команды, пераможцы. Что узнагародай? Вот что, в принципе, повинно, ну, быть неким таким аргументом, штуршком для того, каб мне паўдзельнічаць. Это ж, ну, нешта ж павінна, там, ці прыз такі вельмі такі каштоўны, ці некае прасоўванне сябе. Вот што мяне павінна спадвігнуць на тое, каб паўдзельнічаць в фестывале? Дело в том, что первый фестиваль существовал вообще без спонсоров и без каких-либо вложений. То есть приносили все, кто мог подвести, там, килограмм картошки предоставить, кто-то с дачи откуда-то привез. И, в общем-то, вот так на честном слове собрали очень много народа. И вот команды, которые участвовали, ну, тогда, вы понимаете, для них, наверное, была слава и хорошее настроение. В общем-то, этой традиции и не стали мы изменять. Единственное, что, конечно, появился спонсор, который сам, например, если у него есть желание, да, у спонсоров дать для команд какие-то награды. У нас компания Аресан появилась, которая сама не участвует командно, но всех бесплатно кормит драниками. Вот 2-й фестиваль уже будет. Ну, прыемна, што так адбываецца. Такім чынам, ўсё ж такі,
там ты ідзеш і просто таму, што табе самому гэта цікава, а не таму, што там табе дадуць там джылі беларускай вытворчасці ці яшчэ што-небудзь. Конечно. С другой стороны, у некоторых команд, которые у нас участвуют, у них такая мотивация просто сплочения коллектива. Посмотреть хотя бы на свой коллектив, да, как он будет вот в таких спартанских условиях себя вести. Очень ведь хороший психологический тест, правда? Ну, конечно. Вы сказали, что от початку это была такая громадская инициатива, просто люди инициативные вырашили зрабіць свята своим сугараджанам, так бы мовить. А зараз это стало уже таким городским святом, такой уже фестиваль города. Да, в этом году поменялись немножко организаторы, ну и в заявленных организаторах у нас является также Центр городских инициатив, это Университет продовольствия и Могилевский городской исполнительный комитет. Да, вот на якім этапе улады далучыліся і давялося іх доўга угаварываць, расказваць, што вот якія вы хорошыя, што там нічого, ніякіх апозіцыйных дранікаў вы не пячэце, яны самыя звычайныя. Ну, я думаю, что городские власти уже давно знают, что мы хорошие, поэтому в прошлом году наш фестиваль тоже проходил при поддержке, не соорганизатором, но при поддержке Могилевского городского исполнительного комитета. В этом году, в общем-то, долго никого уговаривать не пришлось, и нас поддерживают в этой инициативе, сами приходят, в общем-то, потому что и поддерживают и в культурной части, да, и в каких-то там бытовых вопросах городских, то есть и рекламой. До речі, ваш цікавий організаційний момент. Може бути, вот, якщо ж таки ви у аргкомітет виходите, ведаєте. Я ведаю, що після змены закона об массовых мерапрыемствах шмат хто з арганізатараў, напрыклад, велапрабегаў, там ці яшчэ таких вот мерапрыемстваў, яны былі вымушаныя адмовіцца ад правядзення вот свайго мерапрыемства з-за таго, што ім трэба плаціць вялікія грошы міліцыі, каб яна іх ахоўвала. Хоць там што там велапрабег, каго там ад каго ахоўваць, але тым не менш, вот закон ёсць закон, як кажуць. А грошай у іх на гэта няма, яны былі вымушаныя адмовіцца ад правядзення. У вас як з гэтым? Но дело в том, что так как это городское мероприятие, то, соответственно, на себя вот эти вот, уж не знаю, усилия, траты или организационные моменты берет городской исполнительный комитет. До речі, да, гэта добрый вариант. То есть это такое сотрудничество с городской властью, инициатив городских. Каб городская ўлада уключила у план мерапрыемстваў нейкае вот мерапрыемства, якое ініцыююць самі грамадзяне. Да, засталося толькі угаварыць улады, каб яны гэта зрабілі. Мы вот все про дранікі, падранікі, гэта, конечно, вельмі смачна і прыемна, але ўсё ж таки фестываль яшчэ і традыцыйнай беларускай культуры. Што вот у культурнай частцы, апроч вот гэтай пляцоўкі рамеснікаў, якую вы узначальваеце? Но начнем с того, что ремесленники это, ну, начнем, да, с моей зоны ответственности. Ремесленники это же не только традиционные белорусские ремесла, хотя не без этого, потому что сама я мастер соломоплетения Республики Беларусь, это традиционное ремесло, да. А большим спросом пользуются на этом мероприятии лозоплетение. Сами представляете, целую корзину драников, конечно, оттуда никто не унес, но, может быть, корзиной картошку приносят, я не знаю. Но вот очень это популярно. Потом у нас с самого первого фестиваля работает такая площадка белорусских танцев, которая под живую музыку на природе, это очень красиво смотрится на самом деле. Также музыкальные группы, это фолк-группы могилевские, которые принимают участие в фестивале, и различные коллективы, любительские, профессиональные коллективы. В этом году, я так понимаю, что нас еще поддержит и в этом плане тоже город, хотя никогда и так не отказывали. В общем-то, ну вот... Конкурсные программы, которые тоже рассчитаны с белорусскими народными гульнями. Таким чынам, ну, больш такое, да, фольклорный, да, традыцыйный такой. Я ведаю, што у вас ёсць у Магілёве папулярныя, в прынцыпе, на ўсю Беларусі, нават за межамі Беларусі, такія гурты, як там рок-гурты, як Акуты, Нізкес, может быть, прыспеў час іх запрасіць?
Ну, может быть, да, позвать их, конечно, уже наступило время давно, и, в общем-то, приглашаем, но из-за занятости коллективов и востребованности, я так понимаю, что пока они на нас не обратили внимания, да. Я думаю, Вот коли так вы вот пообещаете случилось. их почастовать драниками, и с такой умовой дадим столько, сколько съедите. Возможно, и когда они появятся в Могилеве. Так, хлопцы, давно вы не были ў Магілёве. У цэнтры гарадскіх ініцыятыў вас ужо давно хочуць бачыць. Ёсць прапанова дранікамі пачаставацца пад вашу цудоўную музыку, так што адгукайцеся. Але я так разумею, што пакуль яшчэ цалкам праграма такая вот музычная яшчэ не складзена, ну, прынамсі, я не бачу яе на сайце Дранік Феста. Ну, я так понимаю, наверное, да, потому что я тоже нигде в рекламе этого не видела, и, если честно, у нас много зон ответственности, у которых есть, да, человек, который отвечает за организацию ее. И с музыкальной частью я, к сожалению, никак не связана, поэтому вот полностью перечислить, что будет, не знаю. Будет большая сцена, я знаю, сцены будет 2. Да. Вот, Две точно сцены. так, да. А гэта азначае, што не просто ж так іх паставілі там. Такім чынам, вот падводзячы вынік, што мы там маем? Мала таго, што дранікі, якія можна бясплатна пачаставацца, не толькі бясплатна, але это будуць дранікі арыгінальныя, выпечаныя, зробленыя па такіх рэцэптах, якіх вы нідзе не даведаецеся і не паспрабуеце. Апроч таго, будуць актыўныя інтэрактыўныя зоны, дзе можна будзе калорыі, атрыманыя пасля паядання дранікаў, растраціць з задавальненнем, плюс будзе зона рамеснікаў, дзе можна будзе и навучиться, и, это может могут быть самые разные мастер-классы. У нас это и вырезание из картошки, да, каких-то там скульптур небольших, да, расписных. Это и печать, штампирование картофелем по ткани. В прошлом году у нас молодые могилевские художники разрисовывали футболки. Бульбой? Нет, в этот раз еще пока нет, хотя штампы из картошки очень хорошие получаются на самом деле, и узоры, цикличность тоже замечательная. Но это были кисти и акриловые краски, такие авторские фестивальные майки, они тоже нашли своих владельцев, это было три такие футболки авторские, но их вручали за победы в конкурсах. Для тех, кто насобирал больше всего бульба-грош. Ага, бульба-гроши. Бульба-гроши, да, это то, чем оцениваются все конкурсы. Вот, до речі, заувага нашему национальному банку. Вот бульба-гроши, я думаю, что адрознівалася б там от розных рублёў, тым не менш. И курс был бы побольше. И курс это докладно. Як минимум к евро это было бы где-то там 1 к 3. Ёсць нейкі эмблема вашего фестиваля? Веселый дранік, ці яшчэ там что-нибудь такое? Нет. Я просто уявіў сабе там майку с такой эмблемой, вот я б с задовольнением вёл бы эфир у такой майцы. Нет, пока эмблемы такой нету, но в этом году появился новый логотип. Если честно, каждый год все время меняется как-то логотип. Наверное, еще не остановились на чем-то одном. Ищем себя, но, возможно, он графичный, красивый. Мне вот очень нравится, допустим, в этом году реклама. И хотелось бы, чтобы он остался, прижился. Колькі людзей наведвае фестываль? Вот цягам дня? Ну, по разным подсчетам, а подсчеты абсолютно разные, это где-то около 10-12 тысяч. С одного боку, для Могилёва, великого города, не так уже и шмат, с другого боку, для фестиваля, для организаторов фестиваля асабліва, ўсё ж таки даволі шмат. А для тых, хто хоча без вялікіх чэргаў паласавацца дранікамі, дык гэта нават і вельмі много. Ну да, достаточно много. На самом деле людей очень много. Як думаеце, сёлета будзе больш?
А я так думаю, как погода нам позволит, потому что если хорошая погода, то, конечно же, все хотят отдохнуть, и, в общем-то, слава у нас уже есть, тем более городская, тем более, вот видите, уже, наверное, республиканская, думаю, что и международная, поэтому и гостей города достаточно много. Я так думаю, что много будет людей. Я так само думаю і спадзяюся, што вот як да прыкладу у Германію на піўныя фестывалі едуць людзі са ўсяго свету, так праз год-два у Магілёў так з усяго свету будуць ехаць на Дранік Фест. Дзякуй вялікі. Я яшчэ раз вам нагадаю, што Дранік Фест, фестываль дранікаў і традыцыйнай беларускай культуры, пройдзе ў Магілёве 28 верасня. Гэта субота, можна сабіраць з сабой сумачку і ехаць. У нас у гасцях была Алла Смалякова, якая і расказала пра гэта цікавае мерапрыемства. Зміцер Лукашук для вас працаваў у студыі. У 15:05 у нас выбітны эфір з Алесем Квіткевічам. Я думаю, вы зразумелі, пра што.